Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за то, что вы со мной зашли на мой канал, смотрите это видео, за вашу невероятную теплую поддержку в комментариях, лайками, за вашу помощь, мои хорошие. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет отсыпочка на отношения. Отношения, в которых женщина старше, а мужчина младше. Загадайте, пожалуйста, на себя и на своего мужчину. Представьте вас вместе. Задайте свой вопрос. Что меня ждет в этих отношениях? Стоит ли мне вступать в эти отношения? Вот что вас интересует, такой вопрос и задайте. И давайте вместе посмотрим. Женщина старше, мужчина младше. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все эти вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Пусть высшие силы будут моими руками, пусть откроют, потому что сейчас как-то ни о чем живом слышать и узнать. Так, а вот это интересно. Давайте я начну с мужчины, а потом перейдем на вашу сторону. Смотрите, мужчина и его видение ваших отношений. Видите, пару показал, да? Пара. Мы пара, я мужик, она моя прекрасная леди, да, я ее люблю, я ее защищаю, от всего мира оберегаю, от врагов, значит, там, с собой закрываю. Я хочу отношения вот именно семейного плана, семейного типа, да, когда мы вместе, она хранительница очага, а я, значит, мужик, добытчик, защитник, ну и со всеми вытекающими. Вы загадали очень светлого, доброго и действительно взрослого мужчину. Несмотря там на возраст в паспорте, мужчина действительно взрослый, созревший, состоявшийся. Ну, единственный его грех — это, да, то, что он чуть позже, чем вы, родился. Мужчина к вам всем сердцем и всей душой. Он открытый, он веселый, он светлый. Смотрите, тут ни единого пятнышка на нем нет. Вот к чему можно придраться, за что можно зацепиться. Мне нравится мужчина, которого вы загадали, и очень нравится вот это трепетное, нежное отношение к вам. Тут и желание, и сердечная тоска, привязанность, и большая глубокая нежность чувствуется. Просто а не мужчина. Видите вот эту птичку, которая вас соединяет. Она в центре вышла. Это ангел, который вас свел. Девушки, понятно, что в жизни все бывает, и понятно, что бывают и негативные примеры, но ваше с ним знакомство и то, что между вами любовь началась, это все задумка высших сил. Вас друг другу дали, потому что вы родственные души, вы прекрасные люди, и вы прекрасная пара. Если вы позволите, то эти отношения сделают вас самой счастливой в мире. И вас, и, кстати, этого мужчину. Ни о каких других женщинах он не думает. Ни о сверстницах, ни о тех, кто младше, ни о тех, кто гораздо старше. Ни о ком не думает. В его сердце только одна вы. Одна вы. И еще, если его мама по какой-то причине не принимает, ну, либо мама, там, бабушка, сестра, вот какая-то женщина с его стороны, то она не принимает не потому, что она вас считает недостойной, и не потому, что она для мальчика желает там лучшей судьбы и доли. Она не принимает, потому что видит ваши отношения, видит, что вы, ну, сейчас я к этому, конечно, приду, что вы как-то не сильно заинтересованы в этих отношениях. Вот поэтому она не принимает. Если она увидит, что между вами любовь, что между вами все хорошо, нет никаких вопросов, нет никаких там загвоздок, поверьте, она резко поменяет свое отношение. Из негативного в очень положительное. Она же ведь не враг своему мальчику. Она ведь хочет, чтобы он был счастливым. Вот, все еще хорошо будет, еще и подружитесь. Так, теперь по поводу вас. С вашей стороны, смотрите, с его стороны вот пара, да, два человека вместе. И мужчина такой с дубиной, да, типа я защитник, я женщину свою люблю, я для нее и добуду, и буду ее защищать. А с вашей стороны выходит телец. То есть вы
считаете, что этот мужчина видит в вас вот такого золотого тельца, да, возможность, может быть, вы женщина состоявшаяся, состоятельная, у вас там и свое жилье есть, может, работа у вас очень хорошая, либо бизнес свой. И вам иногда вот кажется, да, либо какой-то червячок вот прям ковыряет, что этот парень, он с вами из-за денег, да, не по любви, а именно из-за денег, что он к вам прибился для того, чтобы вы ему в жизни помогли, чтобы за ваш счет какие-то свои там желания осуществить, но либо благодаря вам чего-то добиться. То есть это ваше отражение души. Вы считаете, что вы для него золотой телец. На самом деле это не так, абсолютно не так. И мужчина это вот не просто показал, он доказал это. Высшие силы вам это доказывают, что нет, не так он к тебе относится. Он не видит в тебе золотого тельца, он видит в тебе самую прекрасную, самую желанную и самую любимую женщину в мире. Не думайте о негативном. Понимаете, ваше вот это вот, это червячок, да, который поселился в вашей душе, он вам все испортит. Если вы этого парня упустите, девчонки, ну вы не скоро счастливой станете. Но правда, вот так нежно и преданно, ну, навряд ли кто-то вас полюбит. А если и полюбит, то очень долго ждать придется. Понимаете, не упускайте шанс здесь и сейчас стать счастливой. И еще вижу, что какой-то человек, какая-то женщина, скорее всего, ну тут, конечно, сомнительно. И женщина, и мужчина может быть, но больше, конечно, я склоняюсь к женщине. Кто-то пытается вас именно настроить на то, что он тебя не любит, ему нужны деньги, либо ему нужна там недвижимость, да, жилплощадь, ему нужны твои ресурсы, твои знакомства. Да? Вот в таком ключе вас пытаются против него настроить. А знаете, почему пытаются настроить? Потому что завидуют, и потому что человек боится, что вы всю себя отдадите. Ну, допустим, вас может настраивать кто-то из ваших родственников, либо ваши взрослые дети вас могут настраивать, да, быть против того, чтобы вы с этим парнем были в отношениях. Из-за ревности, из-за зависти, из-за вот этой, знаете, меркантильности, что ой, как это, моя мама, да, либо моя там сестра, дочь будет с каким-то парнем, а вот я, что буду делать я, кому я нужен, кому я нужна. Вот в таком ключе информация. Не дайте никому и прежде всего себе испортить себе личную жизнь, личное счастье. Вы на пороге своего личного счастья. Вы ведь когда вместе, когда он к вам прикасается, когда вас обнимает, когда целует, вы же чувствуете себя самой счастливой. Но не отказывайтесь от этого счастья. Вам это счастье в дар дано. В дар высшими силами. За то, что в жизни вы страдали, за то, что в жизни вам за все приходилось там, не знаю, страдать, драться, добывать, вырывать, платить. Никто не помогал, мужики все сволочные попадались, только проблемы вам в жизни создавали. Вот вам дают счастье с молодым прекрасным мужчиной. Мужчина, который годами младше, но по факту, вот по ментальности, он гораздо старше вас, гораздо старше. И практичнее, и разумнее. Вот у него нет никаких сомнений, а у вас почему-то они есть. Сейчас я еще хочу на картах посмотреть. Просто, знаете, вот смотрю и жалко становится. Вы сели на черепахе сидите, а мужчина на звезде сидит, понимаете, он вас зовет, а вы такая, да не знаю, да подумаю. И еще, видите, сзади кто-то прицепился, пытается вас тормозить, да, пытается вас как отговорить. А мужчина, видите, он готов любить, готов быть с вами, готов жизнь свою к вашим ногам положить. И не только к вашим, но и к тому, кто рядом с вами. Ну, например, там ваши дети. А вы такая, нет, я буду кататься на большой черепахе. Смотрите, если вы его потеряете, то потеряете вот исключительно из-за своей нерешительности или из-за своих вот этих вот глупых сомнений. Такой прекрасный шанс, такой прекрасный вариант. Вы, скорее всего, знаете, как пленник стереотипов. Да? Ведь у нас же принято говорить, что мужчина молодой не может влюбиться во взрослую женщину. Это типа невозможно, это нереально. А когда молодые девчонки со взрослыми мужиками, со старыми мужиками, да, то типа это ок. Ну, подумайте, вы не правы, вы ошибаетесь. И избавляйтесь от этих стереотипов. Вот серьезно вам говорю. Так, парень. Но вы ему сердце разбиваете вот этими своими сомнениями, вот этими своими тучами. Господи, зачем вы это делаете? Зачем вы парня мучаете? Он вообще однолюб, вы понимаете? Если вы ему откажете
И он несчастный будет, причем до конца своих дней. Да и вы тоже будете его вспоминать и будете локти себе кусать. Смотрите, все тучи, все эти неприятные моменты, все идут от вас. Больше ничего там негативного, скрытого, потаенного не существует. Это именно вы транслируете вот эти сомнения, вот эти переживания, вот это все, да, с социума тянете. Зачем? Зачем вам это? Ах, девчонки, да наслаждайтесь вы жизнью, да живите вы счастливой, любимой, залюбленной даже. Я вижу, как он к вам относится, пылиночки с вас сдувает. Прям каждый пальчик вам процеловывает. Так, теперь про вас хочу узнать. Смотрите, одни и те же карты, да, выходят. Ой, знаете, хочется взять вас, вот честно, только не бежать, вот взять вас и вот так потрясти, да, чтобы вы в себя пришли, чтобы вы к себе вернулись. Но зачем вы это делаете? У вас мысли уйти из этих отношений. Типа, якобы он мне сделает больно, он меня использует, да, он свое по звезде получит, сядет на коня и типа поскакал к молодым. Зачем вы так думаете? Ну фу-фу-фу, вот и здесь так показано, и здесь карты показывают. Зачем вы так думаете? Зачем вы себе сами вот этот негатив притягиваете, сами себе негатив пророчите? Ну вы что? Вы в себе. Прям хочется вас отругать. Ну правда, вот обидно, что вам Боженька счастье посылает с таким прекрасным мужчиной. А вы такая, нет, сомневаюсь, странно это все. Так. Ну вот я спросила, если вы вместе, вот какое будущее вас ждет? Смотрите, рыбы – это и деньги, и любовь, счастье, да? Вот в материальном счастье, в любви. Якорь, стабильная, прекрасная жизнь. Змея, созидание. В вашем ключе, именно в вашей ситуации, это как созидание, мудрость, созидание, правильное решение, правильное взвешенное решение, которое приносит вам счастье. Дальше страсти вас ждут, страстные отношения. И вот он брак, вот оно счастье семейное. Хорошо, будет ли что-то плохое? Еще так посмотрим. Потому что вижу, что не верите. Прям чувствую, что вы сидите и не верите ни во что. Ну нету ничего плохого, сами видите. Дерево, рыбы, клевер, что тут плохого? Семейная, долгая, счастливая жизнь. Жизнь полноценная, в любви, в достатке, в радости. И это ваш шанс. Вот она, эта птичка, да? То, что высшие дают, это ваш шанс. Судьба свела. В кои-то веке, мои хорошие, вам такого мужчину дают, замечательного, любящего, нежного. И вы такая, нет. Я сомневаюсь. Ну, зря. Ой, как зря. Хорошо, если вы от него откажетесь, что вас ждет? Пусть карты покажут. Знаю, что многие мои зрительницы знают значение карт, практикуют, умеют, любят. Да, может быть, в песке вы не все знаки можете рассмотреть, но карты вы видите. Что будет, если вы от него откажетесь? Ну, это показывает, от чего вы отказываетесь. Карты даже не хотят выходить. Ой, Господи. Вот опять любовь. Видите, любит вас. Любит. Смотрите, от чего вы откажетесь. Если вы послушаете, вот карта сад, да, это люди, которые вас окружают, это общество, в котором вы проживаете. Скорее всего, разговоры, слухи, домыслы, сплетни о вас, если вы на это все клюнете, пойдете, вы свою жизнь на все замки закроете. От чего откажетесь? От своего шанса откажетесь. От прекрасной семейной жизни откажетесь. От любви, от материального достатка, благополучия откажетесь. От теплого, светлого дома окажетесь. Окажетесь вы на распутье. И вот и судьбу вы свою под откос пустите. Вот так вот будете вспоминать, будете пытаться, да, там, вернуть, либо подобного найти, а не сможете, просто не сможете. Вот оно, распутье ваше, перекресток. Неправильное решение будет. Ой, хочется вам помочь, только не знаю как.
Вот оно, ваше ближайшее будущее. Он на звезде, а вы на черепахе. Вот голова черепахи, вот панцирь, и вот она, вы прекрасно сидите на этой черепахе и не спешите. И вот человек стоит рядом, и эту еще черепаху еще намеренно держит, чтобы вдруг вас не отпустить, не допустить того, чтобы вы были вместе. Вот тот, кто вас держит, вот этот человек нехороший. Это человек эгоист, это человек о вас не думает, думает только о себе. Счастья вам не желает. Это может быть и подруга, и дети могут быть эгоистами, и даже родственники. Ну вот кто-то вас держит, и вы на этой черепахе не спешите. А мужчина на звезде и машет уже, и приглашает, и ждет. А вы все такая, не знаю, да сомневаюсь. А ты действительно меня любишь, а может ты меня используешь. Ну, это неправильно. Вы свое счастье просто теряете. Просто теряете. Видите эту птицу? Еще раз говорю, это судьба вас свела. Это не просто так вы вот познакомились, встретились, ветром надуло. Нет, это именно высшие силы. Высшие силы сплели ваши судьбы. Дали вам возможность, да, как две параллельные, да, сойтись вместе. А вы такая, вот, видит вас в паре, тем более видит своим защитником. Вас за своей спиной держит. То есть выходит на первый план, говорит, я принимаю удар на себя, а любимая женщина, она должна быть в безопасности за моей спиной. Вот так он к вам относится. Понимаете? Готов все, что у него есть, всю свою жизнь без остатка бросить к вашим ногам. Только вы почему-то не принимаете. Не принимаете. На черепахе катаетесь. Девочки, вы делаете ему очень больно. Пока он эту боль как-то может там перетерпеть, выдержать, но боль, она ведь имеет свойство накапливаться. Он ведь тоже не из железа сделанный. В один момент ему прям будет невыносимо больно, и вы его окончательно потеряете. В очередной раз скажете ему «нет», либо «я в тебе сомневаюсь», и все. Это будет последняя встреча, последний разговор. Понимаете, нельзя так делать. Дайте мужчине шанс. Вы не пожалеете. Он на звезде сидит. Он же все ваши мечты, все ваши желания, он все исполнит. Все исполнит. Не сомневайтесь в мужчине. Любит вас больше, чем жизнь. Готов. Вот попросите его совершить любой безумный поступок. Он с радостью согласится, девчонки. Вот проверьте его. Проверьте, с радостью согласится. Вот что в голову придет, то и попросите. Заодно и проверите. Дайте мужчине шанс. Дайте шанс себе. Будьте счастливы с этим мужчиной. Я не знаю еще, какие слова подобрать. Я вот вам предложила вариант, да, проверить этого мужчину. Проверить, а потом уже принимать решение. И еще хочу попросить, чтобы вы этому мужчине не делали больно вот этими своими сомнениями. Не мучьте его, пожалуйста. Он этого не заслужил. Он ничего плохого не сделал. У него никаких дурных помыслов тоже нет. А вы его вот этими сомнениями постоянно вот шпыняете. Как будто бы розгами бьете. Ну то все. Решать, конечно, вам. Выбирать, конечно, вам. Если с этим мужчиной у вас не сложится, то следующий вариант у вас где-то вот года через 2 появится. Года через 2. И это будут 2 очень непростых года, когда вы будете себя жестко спрашивать, почему я так протупила, почему я себя сама счастья лишила. Вот. Готовы к этому? Принимайте. Если не готовы, не хотите, то дайте и себе, и мужчине шанс на счастье. И счастливы вы точно вместе будете. Так, мои хорошие, на этом все. Надеюсь, что моя цыпочка вам помогла. Верю в это. Пусть даже кому-то одному, но помогла. Принимайте правильные решения и живите здесь и сейчас. Вот и все. И пусть все у вас будет хорошо. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.